Ну, изначально, конечно, речь идет о 300 миллионах рублей, да. Значит, история какая? Еще в 2016 году между МОП «Теплоэнергия» и акционерным обществом «Водоканал» был заключен договор купли-продажи сливной станции. Сливную станцию содержал МОП «Жилкомсервис». То есть тут интересы двух муниципальных предприятий, собственником которого является администрация города Якутска. Значит, в связи с тем, что теплоэнергия оказалась в предбанкротном состоянии, так как имел долги перед газовиками 300 миллионов рублей, было принято решение по договоренности, значит, администрации города Якутска и правительством Республики Саха-Якутия, значит, выкупа вот этой сливной станции акционерным обществом «Водоканал», и потом уже в течение нескольких лет выкупа акций у «Водоканала», акций на 300 миллионов рублей в сумме, 300 миллионов рублей администрации города Якутск. Значит, со своей стороны акционерное общество «Водоканал» и правительство выполнили все свои условия. Значит, мы, как акционерное общество, взяли кредит, это 300 миллионов, выкупили, значит, сливную станцию. Соответственно, теплоэнергия погасила свои долги перед газовиками. Значит, Жилкомсервис избавился от убыточного объекта сливной станции, который взвалила на себя «Водоканал». И мы вот эти 300 миллионов банкам оплатили за счет собственных внутренних резервов, сняв вот эти средства с оборотных средств. Ну и, конечно же, первые годы 100 миллионов администрация города оплатила, но в то время главой администрации был Айсен Сергеевич Николаев. Ну и обязательства, конечно же, вот эти остались, и в 2019 году 100 миллионов, и в 2020 году 100 миллионов в плане администрации города Якутска были. Значит, если, эти обязательства не будут выполнены, чем это чревато? Чревато тем, что не восполнятся оборотные средства водоканала, соответственно, это отразится на ремонтную программу, уменьшение ремонтной программы, которую мы планировали, там, замена магистральных наших труб, чтобы вот та чистая вода, которую мы сегодня получаем на водозаборе, она дошло до каждого крана. Поэтому я считаю, что это слишком скоропостижное и, возможно, эмоциональное решение. Возможно, из-за того, что из-за незнания, значит, прежних договоренностей, которые, конечно, никого не красят. Если, значит, таковое вдруг случится, на что я, конечно, надеюсь, что не будет, да, то горожане могут чистую воду ждать еще на те сроки, которые будут приостановлены исполнением вот этих договоренностей. Мы, кстати, в этом году начали, значит, строительство третьего коллектора за счет собственных средств. И, конечно же, оборотные средства нам как воздух нужны. Для чего? Для того, чтобы высвободить мощности с первого и со второго коллектора, а в городе Якутске всего 2 коллектора канализационных работают, которые перегружены на данный момент. Соответственно, если мы не начнем работу по третьему коллектору, не начнем работу по строительству 5-го водозабора, то водоканал, не имея мощностей, уже в дальнейшем не может выдавать технические задания на подключение по водоотведению и водоснабжению вновь строящимся объектам. То есть кумулятивный эффект будет таков, что само развитие города остановится. Поэтому я считаю, что в данном случае депутаты Якутской городской думы должны всю эту задачу понять. Все-таки мы должны общими усилиями найти общий язык и выйти из этой ситуации. Когда говорят, что эти средства уже заложены в тариф на воду и на водоотведение, это совсем не так. Они не заложены, это оборотные средства, которые, как я уже повторюсь, как воздух, необходимы для
выполнения ремонтной программы водоканала.